Хаминокости, Эрзик Хелшин. Доброе утро, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У нас утро вот такое вот солнечное, теплое, можно сказать даже жаркое. Эти 3 дня вообще жара, сегодня 4-й день. И уже с утра жара. Я немножко полила цветы, там в палисаднике, здесь в палисаднике. Скоро должны привезти мне малышей. Так что пойдемте в новый день. Не знаю, что я буду сегодня снимать. Съемок не было несколько дней. Что у меня будет сегодня происходить, то и будем снимать. Ничего нового, ничего интересного, мне кажется. И сегодня с утра мне привезли Мухаммеда и Аишку. Привет. Привет. Мухаммед. Мухаммед. Иди жвачить. Иди жвачить. Мухаммед уже успел у меня проверить все в сарае, в кладовках, все ли так, как до того, как он, после того, как он уезжал, короче говоря. Проверка была сделана везде. Да, Мухаммед? Так, нам велено его покормить и уложить спать. Я еще не успела прибраться здесь. Немножко сегодня позволила поболтать по телефону с девчонками. Так что у меня немножко не прибрано. Сейчас я его уложу. Выключи, Аиша. Выключи звук. Мадина поехала по делам. И вот, дней 10 каждый день, наверное. Или я точно не знаю, по-моему, или каждый день, или как. Но 10 дней мне нужно за этими гавриками смотреть. Да? А вы соскаба, хавали. Каба, мамин, соскаба. Хавали соскаба. Сосаба. Аба, соскаба. Хавали, пошли спать. Хавали, бай-бай, обе. Хавали, каша, юеви, ха. Хажу каша, хажу. Мухаммед. Давай кашку есть, Хавали. Хавали. Хавали, хавали. Дай мы выхитлишь. Все, сейчас догоню. Сейчас догоню Мухаммеда. Хавалина. Няся гоня. Так, что, друзья, раз опять-таки я ничего пока не готовлю на обед, позвонил мне сын, сказал, что хочет домой приехать сегодня. Старший сын, он обычно не ездит домой, обедает там, но сегодня, говорит, я еду домой, и поэтому у меня есть вчерашний борщ, у меня есть курочка, вернее, косточки куриные, можно сказать, бульон сварила на нем и сварила борща. Вчера мы так аппетитно его поели все, но второй раз, на второй день что-то, хотя на второй день борщ вкуснее, мы его не хотят. Вот отвариваю вареники. Мухаммеда уложила, Аишка смотрит мультики. Так, не успела сделать творог, до приезда детей хотела сделать творог. Вот, целая кастрюля. Ой, блин, эти мухи, просто я не знаю, что с ними делать. Так, и тут в ведре, да, творог у меня, я должна сделать. Это цельное молоко прокисло, к сожалению. Надо будет снять сметанку и сделать творог из цельного молока. Так, если сейчас крышку не положу туда, то мухи все-таки летают. Жара такая, ужасная жара, и эти мухи вообще ничего не дают делать. Так, Мухаммед машинку свою привез. Будем его катать, когда проснется. Все, сейчас быстро покормлю сына, а потом мы будем обедать. Так, друзья, мы отобедали. Сын мой ушел на работу. Я поставила творог греть, он уже согрелся, нужно его делать. Но у меня поступил заказ, что мне нужно срочно сделать голубцы, котлеты и мясо по-французски. Так что поставила воду для того, чтобы сделать, пробланшировать листья. Это творог у меня согрелся тоже, пока выключу. Сейчас быстренько принесла, сейчас на штатив поставлю телефон. Аишка, привет. Привет. Аишка тоже тут переоделась. Ой, а мухи-то мухи. Что с этими мухами делать? Так, сейчас поставлю на штатив. Так, поставила на штатив. У меня не было фарша. Привезли мне только что фарш. Так, это все уберем. Аишка, не шуми, пожалуйста, не шуми. Так.
доставка. Так, ну я купила вырезку и позвонила, сказала, чтобы они мне сразу же и прокрутили. Это мой знакомый мясник, поэтому вот так вот. Так, Мадина тоже уже пришла, но она устала, пошла немножко отдохнуть. Так, сейчас я быстренько почищу картошку, морковку, лук и первым делом, наверное, капусту. Так, вода уже почти закипает. Так, попросила Мадину купить капусту, пока она шла с работы домой. Купила слишком огромный качан. Мне-то всего нужно было 10 голубцов. Ну, как и тогда я показывала, как я это делаю. Ну, раз включена камера, то пусть будет так, да? Уже мне сегодня выходят на связь, что меня уже ищут. Что меня давно нет. Аиша, виноград ты маме несешь? Или себе кушаешь? Себе? Так. Ну, пускай я и про запас сделаю. Мясо куплено у меня побольше. Потому что вот так вот, когда бывает быстренький звонок, которым надо быстро какую-то еду. Там, ну, я не знаю для чего, конечно, этой клиентке. Иногда бывает, что вот, ну, гости позвонили, а у нее вот, например, нет ничего готового. Или ее дома нет, например. Или готовить не хочется. Много вариантов, друзья, поэтому не знаю. Я не спрашивала для чего, но вот через 2 часа ей нужно, чтобы была готова еда. Так. Это мы снимем листья. Так, сейчас быстро прополосну. Аська. Аська, Аська. Аистенок. Так, ну вот у меня стоит вода. Конечно, иногда, когда начинаю снимать, а потом не получается, я выключаю камеру, потому что надо бывает быстро. Ну, не знаю сегодня, что будем делать. Выключать или включать. Так, пусть пока немножко побраншируется. Так, это варились вареники в этой кастрюльке. Так, меня там не видно, но, наверное, вам слышно, потому что я в наушниках. Ой, не в наушниках, а с микрофоном. Так, принесу водички. Так, значит, пока у нас бланшируется капуста, я подготовлю для себя. Так, этот нож не годится. Морковь, лук и картошечку. Так, друзья, ну, там снимать, сюда выносить, нет, не получится. У меня времени в обрез. Мадина говорит, может быть, ты там бы снимала, потому что тут все-таки... Нет, нормально, все удобно мне. Так, ты мне сейчас принеси быстро красный перец, черный перец, чтобы это самое... Короче, вот так вот поделила мясо на 3 равные, ну, как равные, на голубцы килограмм, на люля-кебаб тоже килограмм, а на котлеты 650 грамм здесь у меня.
Так, пока это ждет, сейчас я приготовлю, первым делом приготовлю голубцы, наверное, да? Фарш для голубцов. Что ты хочешь, Аишка? Так, перекручу лучок. Ну, все по ходу, короче. Мухаммед у нас проснулся. Сяга. Сямвалюха. Видите, мамы, сяглик митя. Человек. Хакуль, митя, мамы, человек. Хакуль. Вот, мамы, человек. Привет. Вот и мамы, человек. Так, купили муку мы сегодня. Так. Сейчас надо взвесить лук. Все, 300 грамм. Так, 300 грамм лука на голубцы. Так. Так. 300 грамм лука, значит, сюда. Так, сейчас принесу. Рис я уже пропарила. Мадина, мне надо будет эту зелень перебрать. Ты вместе со всеми этими принесла ее. Цигахема. Так, рис. Так, рис. Значит, друзья, когда я тот раз проговаривала... Так, друзья, значит, сюда вот рис пропаренный, ну, до полуготовности. Он пропаренный, еще раз говорю, тогда не поняли, тогда подумали, что сырой рис, я сказала, 150, добавляю, 150 граммов в сыром виде вес его, а он пропаренный, друзья. Вот так вот. Добавим рис. Сейчас вот чайная ложка с горкой такой хорошей соли, даже чуть-чуть побольше. Так. Немножко красного перца и черного перца, друзья, тоже. Так. И все тщательно перемешаем. Можно яйцо добавлять, можно не добавлять. Сегодня я не буду добавлять яйцо. Дядя, меча, мама, Мехмед, меча. Мадина, он лекарство, это, мазь унес. Мадина, мне нужно 4 кусочка хлеба. Замочи в воде, пожалуйста. Я сначала все фарши приготовлю и потом начну делать. Все. Так. А? Да, обычных тонких 4 ломтика. Аишка, что он? Аишка, ну отдай ему стул, он же маленький. Отдай, пожалуйста, Аиша. А ты вон туда сядь. Или Юра, туда сядь. Так, это пока отставим. Теперь будем готовить для этого. Для котлет фарш, друзья. Так, я выключать камеру не буду, поэтому съемка будет вот как-то так сегодня, да?
Сейчас мне надо обязательно купить весы. У меня никак с этими весами не это самое. Проблема все время бывает. Видите, опять отключились. А уже упадешь, Мухаммед. Ты же упадешь, Сяглык. Так, видите. В тот раз, наверное, Аишка мне потеряла крышечку от весов. А? Ну, я не знаю, кто из нас терял. Вот с того дня его нету. Так, все. Ты лук мне почистила? Неси, мне немножко не хватает. Сяга. Ой, там солнышко, Аишка, давай сюда ты положишь, вот туда положи и там сядьте. А то там слишком солнышко, жарко. Покрывало положи туда. Ты промыла его? Так. Ну все. Фиш, Алис тоже хаяхла. Так, где у меня эта штучка? Вот это здесь, у меня же другая шумовка была. Она, наверное, в твороге. Выключи газ. Сол жесткий есть уже, там для голубцов вряд ли листья нормальные будут. Так, да, я забыла про них просто. Так, 2 картофелины сюда добавим. Они не издевались. Раишка начала на ингушском нормально говорить. Мухаммед. Мухаммед. Так, что ты хочешь? Тебя снимают? Снимает, но надо будет нажать кнопочку. Так, все, перекрутили. Так, мухи, пожалуйста, уйдите. Я сказала 4, а ты 5 сделала. Там один горбушка я решила его оставить. Так, в холодильнике должно быть яйцо. А может, я сама приготовлю? Готовь. Теперь и масло неси. И сахар неси. А что, сразу не делаю? Так. Может, перемешать? Так, можно. И пожарить можно. Так, чайная ложка и где-то 1,5 чайной ложки, короче, на килограмм, друзья. 2 чайные ложки. Нет, чайная ложка сахара. Так. Ладно, не буду я тебя беспокоить. Мне еще столовая ложка нужна. Так. 2 столовые ложки растительного масла. Это мне рекомендовала подписчица. С тех пор я так делаю. И очень вкусные котлеты получаются. Так. Блин. Бутылки масла прямо уменьшают и уменьшают. А цена растет. Так. Злато и лучше. Оно, по-моему, меньше... Добавок там меньше, воды меньше. Лучше... Да. Так, ну все, это фарш котлетный, друзья. Значит, 300 грамм лука у меня тут, 2 картошки средних и 4-5 хлебушка. Ну, я добавила 4 с половиночкой, наверное, потому что горбушку я все-таки обеслила.
Так, Аиша, все, ты здесь не нужна. Уходи, 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 уходи. Это не дома я готовлю, или? Аишка, нельзя, я готовлю на заказ, уходи. Ты мне мешаешь сейчас. Вот когда мы будем дома готовить, я тебе разрешу, хорошо? Мы, наверное, сегодня с тобой пирог будем делать, хорошо? Хорошо, вот все. А сейчас пока поиграй. Я сейчас этот заказ отправлю, мы с тобой пирог будем делать с повидлом, вкусненький, хорошо? Умница бабушкина. Аишка бабушкина умница. Так, ну не умею я в этих перчатках, но сегодня придется. Так, все немножко отобьем. Ой, у нас завтра заказ, у нас послезавтра заказ, а такая жара. Там по погоде не стоит дождь? У нас град стоял в воскресенье, я его что-то не увидела. Значит, Всевышнему не захотелось нам его ни града, ни грозы. Интересно, я паузу не ставлю. Одним роликом делать или два из них? Не будет слишком длинно? А? Не, ускорять не хочу. Так, все это готово. Так, теперь нам нужно делать... Ага, теперь второй помощник ко мне идет. Мухаммад, помогать идешь, да? Хаверзал? Хаверзал? Ну чего хорха? А, вот он. Мама, ногу слудивала? Ой, простите. Так, теперь приготовим фарш для люля-кебаб. Так. Значит, это для люля-кебаб. Здесь 300 грамм лука. Ой, блин, какой он острый. Также чайная ложка и чуть-чуть. Так, немножко красного перца. Сук, да, цакус. Херхдермар, да, сук. Дохдаром халдес мецишсана. Так, значит, добавим сюда еще жир. Хорошо бы было, конечно, если бы был бараний жир, но, к сожалению, у меня бараньего жира нет. А? У меня там баранина мясо есть, надо было срезать сверху, да? Ну, уже все. Я уже добавила. Мадина, ему надо ботиночки одеть, эти босоножечки одеть. Так, зелени, к сожалению, у меня мало. Добавим зелень. Зелень кинзы, вообще-то здесь нужна зелень кинзы, но кинзу любят не все. Поэтому ты большую включила или маленькую? Ну, в принципе, без разницы. Так, соль, перец вы видели. Теперь добавим чайную ложечку хмели сунели. Вот так вот. Все. Тоже тщательно перемешаем. Так, нужен будет еще лук для голубцов поджарка. Так что лучше бы ты сама приготовила. Да, Мадина? А? Да. Ты су-шеф, получается. Так, этот малыш ушел босиком, а там очень даже
И кочки, и мочки. Они знают, где они. И он в Малине, он уже второй раз туда идет. Я спрашиваю, послушай. А, босоножки. Так, по-моему, там я его укладывала. Даже, по-моему, в этой спальне. Так. Отобьем вот так вот хорошенечко. Бабушка очки свои сломала. Так, ну вот, друзья, теперь будем делать люля-кебаб. Я их взвесила, чтобы были все одинаковые. Где-то по 125, нет, по 135 грамм. Мадина, посмотри, пожалуйста, как там снимает. Видно, что я делаю? А? Если нет, то исправь, поправь. Так, смотри. Нормально или еще? Потоньше сделай. А что я хапал? А что это холодно, а что я хапал? Так, у меня нет фольги, но пергамент даже лучше. Так, духовку мы уже включили. Вот первым делом поставлю люляшки, чтобы они... А потом будем потихонечку все делать. Мадина мне лук... Мадина, ты не нарезала его, просто почистила? Ой, умница. Ну и морковку, наверное, вот этими вот, если тебе не трудно. Да, рифленым ножом сделай, пожалуйста. Это же у нее готовый, она же хочет вот это, свадебный. Там две идут, по-моему. Посмотри, две. Я две. Два прайс-листа. А, вот здесь, как эти. Если так, то напиши Тензиле. Пусть она свадебный прайс-лист. Ты не свадебный, проект стилю. Ты же не отправила ей пока ничего? Отправила. А я ясно, что это готово. Нет, внизу же там баранья нога, где индейка. Это свадебный прайс-лист, Мадина. Или первый, по-моему. Посмотри, там если баранья нога и индейка, то это свадебный заказ. В принципе, цена без разницы, какой заказ. Если они свои продукты. Там первое за наши продукты, не, за их продукты прайс-лист. Второе за наши продукты, с нашими продуктами. А? Вот здесь стоит. Вот если ты этой девочке отправила, то напиши, которые. Я 32 отправила. Но они поймут, что за это. Эти два я отправила, написала, что это готовая продукция. Подожди, ну, цены тут разные, колеблются. Нет, это разные вещи. Здесь куриный рулет, мясной рулет. А это уже, как я поняла, прайс-лист На свадьбу? А, это Танзила прислала? Ну, отошли им тоже, это то же самое. Это сейчас новые подписчики хотят свадебный прайс-лист, готовые продукции у меня посмотреть, просят. А вот этими вот вещами у нас занимается Танзила. Составлением прайс-листов, расценок, цен. Я, можно сказать, только исполнитель. مسهل
Так, поставь быстро эту сковородку, поставь, на зажарку поставь и на котлеты поставь. Горит? Не открывается. Так, у нас форс-мажор, пока переделать не успею. Переложила в меньшую формочку. Сейчас смажем быстро маслом, яйцом. Так. Нельзя морковку. Да кинь, все не мешает. Дело в том, что почему-то стекло в той духовке у меня отошло и стало прямо ребром. Так, смазываем, как я сказала, яйцом и в духовку. Да, духовка хорошо разогрелась, но, к сожалению, просто сейчас стекло почему-то, не знаю, отскочило. Сейчас просто нет варианта ее. Стекло горячее, не могу его вытащить и поставить на место. А? Да, что и духовка еще одна есть, да. Так, и все в духовку. Так. Теперь. Я, кстати, вчера во сне видела, как мы заказ делали. Любила, как всегда, бушевала, что не успевает. И была погода. Все как всегда. Все как всегда, да? Так. Сейчас я тебе положу быстренько на голубцы фарш. Взвешу. А ты закрутишь, хорошо? Сколько их нужно? 10 штук. Так. Так, ну у нас с духовками, конечно, сегодня проблема. Одна выключенная стояла, вторую еле-еле сделала. Если я не уложусь вовремя, я не знаю, что будет. Так, теперь котлетки. Мадина, ты налепила? А? Не, вы и такси, да, дежды, по-моему. Если бы машина приезжала, нам бы адрес не присылали же. Лев Литевич. Так, друзья, процесс у нас идет. Голубцы. Сделали подливу. Так, сейчас вам немножечко вот покажем. Сделали подливу небольшую. Так, морковочка, лучок, немножко паприки и ложечка томатной пасты, друзья. Так. И налила кипяточком. Сейчас крышкой накроем. Мадинка за крышкой пошла. Тут котлетки. И Мухаммед, конечно, капризничает сегодня у нас. Так, спешим немножечко. Ну как, спешим, не спешим. Дело в том, что нужно вовремя отдать. Ну вот я переживаю, что за люля, как я сказала, в одной духовке. Но я ее уже исправила. А эта духовка, оказывается, у меня отключилась. Вот. Форс-мажор, форс-мажор. Не нашла ты, что ли? Под кастрюлей стоит. Лежит, нет? Оба кастрюли без спичек там стоят. Куда я ее делала тогда?
Ada Uria, nah, halda под кастрюлей, hal вон. А? Суши я ем, я с крышки. Ценник, Кришка. А куда я ее делала? Ну, змейги. А? Добрый день, девушка. Куда вы пропали? А, опять что ли пишут? А? Новое по сообщению? Ну, телефон же новый, поэтому не сохранен, во-первых. Во-вторых, может быть, и кто-то новый. Я же тебе говорю, сегодня 4, 5, по-моему. А? По крайней мере, переписки. А переписки не может быть, потому что номер, телефон-то у меня тот сгорел, но он новый. Это капуста для этого пойдет? Для чего? Для борща. Пойдет. Что делать? Что открыть? А? Посылку? Да, мы откроем. Я еще сбегала на почту, вернее, не сбегала, а съездила. Василек. Распечатаем сегодня. Что? Ибрашка? В смысле? Да. Tez dirdi hajın zırsın. Tamam, Muhan. Hay. Tez dirди hajın zırsın. Не попробовала на. Ага. Никакой фарш я просто не попробовала. Ну, в принципе, я всегда так добавляла, так я оставила. Я имею в виду, ровно у тебя? Ну, сейчас я одну лишнюю сделаю. Их уже один. Котлет? Да. Разве? Да. Ну, тогда поставим. Но тут фарш все равно есть. Так. Так. Нахи, убери вот это. Вот с мамой капризничает. Так, вот, смотрите, друзья. Люляшки уже на подходе. Ну, немножко так видно. А, ну, наверное, он же спал долго. Так, все. Вот так же. Так, заказ готов, такси вызвали. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Почему эта камера передает их прям черный-черный? Да, так бывает, я не знаю. Котлеты очень такого нормального обычного цвета, а получается, что черные. К сожалению, у меня закончилась зарядка в телефоне. И зелени мало для украшений. Вообще-то нужны были листья салата. Не закрывай пока, не закрывай, там общий заказ Общий нужно снять. заказ снять нужно, да? Так, это так. А ну-ка, люляшки, я посмотрю, выключай пока. Так, люляшки тоже готовы. Ой, я так переживала, что я их не успею. Видишь, они все-таки уменьшились, надо было побольше их сделать. Вначале такие нормальные были. Но они же жирные, мясо жирное. Надо было еще добавить немножко мяса, но ничего. Так, пошла мимо. К сожалению, и контейнеров не было больших. Ой, мамочки, она горячая.
наша люляшка. Пахнет вкусно. А что ты одну лишнюю не поставила? Да я не знаю как-то. Хотела попробовать, что ли? Вместе попробовать. Ну, там есть мясо, спокойно сделаем. Голубцы выключить? Можно, да, выключи. Такси 7 минут сказали? Да. Уже, наверное, минут 5 прошло. Может, пока выключу? Что, камеру? Да. Не надо. Так я уже минуту снимаю. Ничего, я ускорю. Сегодня у меня вообще, считается, онлайн все идет, так что... За то, что меня ждали долго, буду долго смотреть. Может, даже не ускорю. Пускай будет все как будто бы в прямом эфире. У меня руки так и чешутся. Что сделать? Да, кебаб. Поесть или взять? Нет, помочь. А, у нас больше перчаток все равно нет. Нет, из-за того, что я вот смотрю. А обычно, когда смотришь, кажется, что человек медленно делает. Что сам бы он быстрее сделал. Это у меня тоже бывает. Она очень горячая. Думаешь, легко ее, что ли? Вот прикинь, ты 2 минуты натыкала. А я в следующий раз посмотрю. Сколько минут ты будешь ее натыкать? Специально, друзья. Что ты этот лук порезал? По кольцами почему не оставил? Не знаю, он слишком огромный был лук. Прикинь, живу в деревне, и нет зелени у меня. Корова у тебя Вернее, в хорошая. селе. Укроп пересаживала, который подсаживала 2-3 раза, не вырос. А петрушка, как Мадина говорит, у меня хорошая корова. Интересно, и где этот таксист, который 7 минут обещал приехать? Что-то у меня в почках стреляет. Что это такое? Так, давай лучше тогда я этим базиликом. Так, как-то я сказала, что это василек, и все удивлялись. Это не василек, это базилик. Друзья, мы его всегда всю жизнь звали васильком. Но это базилик, да. Но у нас в простонародье он зовется васильком. А какая разница? Ну, кто-то мне как-то писал, что это не василек, а базилик. Когда я назвала васильком. Ну, я имею в виду разницу в чем. Василек какой бывает? Название просто. Ни в чем, это один и тот же продукт. Так, иди ты теперь быстро выключай. Че я до сих пор с этой стороны не встала? Не знаю. Сама напросилась снимать и снимаешь плохо, да? По 5 штук, наверное, я положу, да? Все равно 10 в одну не войдет. Формочка маленькая. Вот это, по-моему, Мухаммеда. Нет, Мухаммеда А, нет. Ахаба, ты готов? Может быть, замороженную я зелень все-таки кину? А как ты думаешь? Да есть чуть-чуть. У него, наверное, самой будет сегодня. Не додумалась я, чтобы ты купила зелень. Я у тебя несколько раз спросила, надо тебе что-нибудь? Я все вспомню сразу же. Ты снимаешь? Снимаю. Так, эти 7 уже в 10 превратились, даже в 12, по-моему, минут. Ну, таксисты. 8 минут прошло. Донесила. Задонесил. Ты дело просила прям красиво снять. Как это красиво снять? Айфон ты на зарядку посадила? Не. Иди посади, красиво не Ну снимай. и вот, друзья, готовый наш заказ. 10 люля, 10 котлеток и 10 голубцов. Отправляются в Назрань. Такси приехало наконец-то.